Сіздер жақсы білгендей, насколько вам хорошо известно, что недавно мы проводили специальные мероприятия по выявлению притонов по городу Бишкек и Чуйской области. Выявлено было 10 притонов, там, где оказались около 70 наших девушек, которые там оказывали такие услуги. И мы в результате этих мероприятий задержали 6 человек, организаторов этих притонов, 2 хозяев этих зданий, там, где предоставлялись эти услуги, и показывали лица, фамилии даже всех тех людей, которые там задерживали. Я сразу скажу, эти девушки, которые там задерживали, около 70 человек, они у нас проходят как свидетели. А по уголовному делу к ответственности будем привлекать тех людей, которые там организовывали эти притоны. Я уже ранее сказал, 6 человек мы их задержали. Что я этим хочу сказать? Уважаемые сотрудники, уважаемая общественность, в нашей стране мы будем наводить порядка. Другого у нас выхода нету. Почему так? 30 лет все мы знали, и государственные органы, и местные власти, и органы правопорядка, органы безопасности, все знали, что такая проблема есть, имеется, она нарушает законы, устои нашего общества. Все мы знали, но все закрывали на это глаза. Теперь дальше так продолжаться не может. Мы не можем дальше оставлять безучастным, бездарным, закрывать на эту большую проблему свои глаза. Нет, мы будем искоренять это явление, это плохое явление. У государства хватит возможности, силы, средства, и общества хватит воли, чтобы искоренить данное негативное явление. Потому что это явление, которое будет... Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржыйбалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийин алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат плюс 7977 852 0081. У государства хватит возможности, силы, средства, и общества хватит воли, чтобы искоренить данное негативное явление. Потому что это явление, которое будет иметь последствия в будущем нашего поколения, в будущем нашей страны. Поэтому мы должны за это дело взяться. Некоторые думают, что мы одноразовые какие-то провели операции и это перестанем. Нет, этого не будет. В нашей стране притонов, домов притонов и места, где оказывают такие услуги, не будет. Мы полностью будем искоренять их. Для этого мы составили свою программу, работу. Я сейчас вам расскажу, каким образом дальше мы будем действовать. Почему мы не остановились? Мы после этого провели еще больше работы. Вот я сегодня вас ознакомлю с той работой, которую мы провели, в результате чего мы выявили. Уважаемые сотрудники, уважаемая общественность, в рамках борьбы с организованной преступностью, я это прочту, чтобы там всем было понятно. В рамках борьбы с организованной преступностью, распространением наркотических веществ и пресечением незаконной деятельности притонов для занятия проституцией были выявлены факты оказания так называемых элитных интим-услуг для платежеспособных граждан, высокопоставленных лиц, чиновникам и бизнесменам под видом оказания эскорт-услуг. Так, в ходе проведенных 27 ноября 2023 года следственно-оперативных мероприятий, предусмотренных статьей
160 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики содействию проституции и разврату установлено в мессенджере WhatsApp существует порядка 8 групп под названиями Туса, Люхери, Голодные игры, Красотки, Топ Гирлс, Болталка, Only KG, а также в мессенджере Telegram 2 группы Models 312, Голодные игры, в которых состоят порядка 200 девушек модельной внешности от 18 до 25 лет, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение. При этом стоимость одного часа интимных услуг варьируется от $500 до $3000 США. Куда были вовлечены популярные социальные сети Инстаграм и ТикТок молодые девушки, участницы конкурсов красоты. Девушки, которые имеют большие группы своих поклонников в интернете. У некоторых имеют сотни тысяч своих поклонников интернета. Есть девушки, которые из благополучных семей, девушки чиновников, дети чиновников, бизнесменов. И эти девушки оказывают эскорт-услуги. Дорогие эскорт-услуги. Кто ими пользуется, сейчас также расскажу. По результатам проведенных следственных оперативных мероприятий были установлены все участницы указанных групп, а также администраторы и мессенджеры ССБ 2002 года рождения и ТА 1997 года рождения, которые напрямую искали клиентов, обговаривали место встречи, были задержаны и в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены ИВС СИЗО ГКМБ. Необходимо отметить, что услугами этих эскорт-работниц пользовались высокопоставленные лица и государственные служащие. Из установленных есть депутаты Жогорку Кеңешев, бывшие депутаты Жогорку Кеңешев, настоящие чиновники, в данный момент служат в государственной службе, помощники, советники депутатов и бывшие депутаты Жогорку Кеңешев, бизнесмены, государственные деятели, общественные деятели, которых полностью мы установили, которых имеется у нас полностью список, кто пользуется услугами этих девушек. В настоящее время нами проводятся дополнительные следственные оперативные мероприятия по установлению других организаторов групп, а также должностных лиц, занимающихся покровительством незаконной деятельности по предоставлению интимных услуг. Уважаемая общественность, я хотел бы это все открыто сказать. Я, как ранее сказал, если мы будем закрывать глаза на эту проблему, это каким-то образом решить эту проблему невозможно. Мы должны решить эту проблему. Я еще раз скажу, что это явление в данный момент распространилось по всему нашему обществу. И мы, органы безопасности, органы правоохранительных органов, местные органы власти, все государственные служащие будем бороться с этим явлением. Мое выступление должно быть указанием для исполнения всех органов правопорядка, органов безопасности и местных органов власти. Я даю вам, уважаемые исполнители, сутки времени, начиная с 1 декабря 2023 года по нашей территории нашей страны не должно быть ни одного притона, ни одной сауны, ни одной квартиры, ни одного домов, который будет оказывать интим-услуги. За это будет отвечать местные органы власти во главе акимов, мэров городов, губернаторов и правоохранительные органы. Это начальник РОВД, ГОВД на местах. Если с завтрашнего дня где-нибудь органы безопасности обнаружит в каком-то месте хоть одно
такое место, которое будет оказывать услуги, дома, притонов, дома, притоны, так сразу будет сниматься с работы главы этого района, мэр города и начальника РОВД, начальника ГОВД. По этому поводу у нас был разговор с министром МВД Уланбеком Омуковичем. Так. И он также будет сейчас принимать очень активное участие, давать команду, контролировать и исполнять данное поручение. Поэтому, уважаемые общественности, я еще раз хочу это довести до вас, что страна будет очищаться от негативных явлений. Да, мы в личные жизни людей не будем входить, и для нас это запрещено законом. Но люди, когда нарушают этические нормы, законные, государственные законы, этические нормы общества, мы обязаны будем вмешиваться, обязаны будем наводить порядка. Еще раз напоминаю, что с 1 декабря 2023 года по всей стране нигде не должно быть ни одного притона, ни одного массажных салонов, ни одной сауны или других мест, где будет организовываться предоставление данных услуг. А поэтому 200 девушкам, которые мы выявили, элитных девушек, которые оказывают интимные услуги, да, мы в прошлый раз показывали лица вот этих 70 девушек, которые там задерживали. Вот этих 200 девушек мы не стали показывать. И не будем показывать их лица. Они все взяты на учет. Все. Их родителей пригласим и будем родителям показывать, чем занимаются их дети. Пусть родители тоже принимают участие в воспитании своих детей. Пусть они смотрят, чем занимаются их дети, чем занимаются их девочки, которые отправляли учиться, которым они сами тоже оплачивают учебу, но им этого не хватает. Их родители очень, родители живут в достатке. И этим девушкам тоже дают достаточное образование, оплачивают их учебу, все другое. Но тем не менее, эти девушки дальше занимаются этим плохими вещами. Поэтому родители тоже должны принимать участие. Вот это 200 девушек, которые, пока мы сейчас не показываем их лица, если они повторно попадут, если эти девушки повторно попадут, тогда мы вынуждены будем показывать их лица. Тогда мы вынуждены будем объявлять их фамилии. Кроме того, я еще обращаюсь к тем людям, которые пользуются этими услугами. Как ранее уже сказал, им услугами пользуются депутаты, государственные служащие, бизнесмены и далее те люди, которые имеют финансы. Этим людям тоже обращаюсь. Уважаемые, ваши списки, ваши деяния, ваши действия также у нас взяты на учет. Если вы не перестанете этим заниматься, в следующий раз еще раз попадете, несмотря на то, занимаемую должность, или там являетесь депутатами, или каким-то образом общественными деятелями, государственными деятелями, бизнесменами, мы будем показывать ваши лица. Будем говорить обществу, что такой-то, такой-то чиновник, или такой-то, такой-то депутат, или такой-то, такой-то бизнесмен занимается такими делами. Я предупреждаю всех и всем объявляю, чтобы вы знали, что мы этим деяниями, этими отрицательными явлениями будем бороться досконально до конца. В нашей стране, в Кыргызстане, никто не может теперь в дальнейшем получать интим-услуги от наших же женщин, от наших же девушек. Это мы будем контролировать. И это все знали, чтобы. Уважаемая общественность, я хотел бы
еще раз объявить тем, что ответственность за исполнение, за искоренение данного явления лежит на нас, лежит на органы безопасности, органы правопорядка и местные органы власти. Уважаемые акимы, мэры городов, губернаторы, с сегодняшнего дня займитесь. У вас осталось 15 часов времени. Через 15 часов, если где-нибудь, на какой-нибудь территории мы выявим какой-нибудь притон, сразу будем увольнять мэра города, акима, губернатора и будем привлекать к ответственности органов правопорядка. Естественно, будет сниматься с должности начальника РОВД, ГОВД и УВД. Поэтому еще раз объявляю, что у вас осталось до 1 декабря 15 часов времени. Начинайте прямо сейчас заниматься этим делом. А с завтрашнего дня, уважаемые наши сотрудники, выявляйте на местах эти точки и прямо ко мне направляйте запрос, информацию. Я буду принимать меры.